Здравствуйте! В эфире Канашской студии телевидения «Вести недели». В студии Олеся Григорьева. Город Канаш и район ожидает инвестора, способного создать дополнительные рабочие места и пополнить доходы бюджетов. Таким резидентом выступил Дивилей, предприятие, выпускающее соусы. Руководство планирует расширить производство и выращивать зерновую горчицу премиум-класса на экспорт. На предприятии Дивилей все оборудование завозилось из-за рубежа. Здесь выпускают соусы и горчицу для сетевых магазинов и ресторанов. Для того, чтобы использовать семена высшего сорта, предприятие готово сотрудничать с муниципалитетами. Если мы здесь построим хорошую, взвешенную систему в этой работе по этому направлению, мы можем уже обеспечить гарантированную покупку и экспорт горчицы в Европу. Таким образом, Канашский район предоставляет землю площадью 1800 гектаров, а от города Канаша требуется площади для установки сушильного агрегата и хранения сырья. Ну, в России достаточно много сельхозпроизводителей, которые выращивают горчицу, но у каждого свой уровень качества. И в нашей группе, в компании Дивилей, мы хотим добиться того, чтобы мы уже здесь, в регионе, уже нужного качества продукт получили. Потому что не из любой горчицы, семя горчицы может произвести хорошее качество горчицу, продукт горчицы. Генеральный директор концерна Михаэль Дурах и руководитель общества с ограниченной ответственностью Минрафик Садыков затронули все стороны сотрудничества, что касается субсидий и льготного кредитования. Буквально в ближайший день-два мы сделаем полностью подборку, какой господдержкой вы можете пользоваться. Что касается элитных семян, у нас, если этой культуры нет, в федеральных программах разных, мы где-то можем регионально сделать программу, и мы субсидируем в основном. Если тут вопрос стоит про предприятия, которые зарегистрированы не в России, мы субсидируем покупку. Те предприятия, которые будут покупать элитные семена, мы можем через них субсидировать. Что касается строительства, у нас есть форма поддержки семеноводческих центров. Также оборудование по сушке, также оборудование по чистке и так далее. Мне надо потом изучить, и я готов буду сказать, какой формой господдержки вы можете воспользоваться. Данная встреча стала первой, где стороны обсудили перспективу сотрудничества. 16 марта было подписано постановление правительства о создании территории в городе Канаш. Сейчас мы утверждаем нормативную документацию внутри себя правительства республики. Как только мы утвердим это в течение апреля месяца, можно стать резидентом и получать налоговый льгот значительно. Но резидент должен обязательно находиться в городе Канаш. Новое юридическое лицо должно быть создано, не действующее. Дивилей готов на указанных площадях выращивать семенной материал и экспортировать его в Европу. А для того, чтобы она выросла соответствующего качества, готова обучать агрономов за рубежом. Стороны выразили обоюдную заинтересованность в организации производства в республике высокоурожайных сортов горчицы для экспорта. В скором времени, разработав дорожную карту, стороны встретятся вновь и уже тогда согласуют все детали. Ирина Константинова, Павел Павлов. Вести недели. 1 апреля начался весенний призыв молодых людей в ряды российской армии. В этом году Канашскому военкомату необходимо направить 158 ребят, из них по городу 75. Мы узнали, где и как собираются служить молодые люди. Весенний призыв продлится 106 дней, до 15 июля 2018 года. Традиционно, конечно, желание у ребят служить в элитных войсках, но тут в зависимости в соответствии 565-го постановления правительства Российской Федерации и в соответствии федерального закона о воинской обязанности военной службы мы отбираем по родам войск уже от состояния здоровья, по образованию. Также смотрим характеристику со школьной скамьи, состав семьи. И это, конечно, играет роль. И изменения какие? Ну, изменения у нас с этого года. Те лица, которые не проходили военную службу до 27 лет, получили военные билеты по состоянию здоровья, вправе пройти медицинскую комиссию и призваться в ряды вооруженных сил по призыву. Но это их нежелание. Здесь насильного именно требования не будет.
Олег Мыльников активно занимается спортом. Да и службу он выбрал не срочную, а контрактную. В свободное время занимаюсь велоспортом. Хотел бы прослужить в воздушно-десантных войсках. Выбрал службу по контракту, что можно было взять с собой своего любимого человека, чтобы он был рядом. Хорошо всем вернуться и отслужить достойно в рядах вооруженных сил Российской Федерации. В ходе первой призывной комиссии рассмотрели личные дела порядка 10 молодых людей. До окончания срока их будет более 100. 75 ребят наденут на себя солдатские мундиры. По опыту своему военный комиссар отметил, что план будет выполнен. Олеся Григорьева, Елена Блатцева, Павел Павлов. Военный комиссариат. Анатолий Иванович Митов – гениальный художник, один из лучших художников республики 20 века. Уроженец Канашского района создал много произведений, которые находятся не только в музеях Чувашии, но и в Третьяковской галерее и музеях Петербурга. Жители города в эти дни смогли посетить выставку Митова в Краеведческом музее. Об этом наш сюжет. Митов окончил Чебоксарское художественное училище, Академию художеств в Петербурге и был невероятно талантливым, умным, образованным человеком. В 2017-м отмечали 85-летие со дня его рождения. Мы решили, что надо о нем говорить больше, потому что такой великий человек, и еще мало о нем говорим. Конечно, в Чебоксарах есть бульвар Митова. В школе Табурданова, то есть в Табурданову школа носит имя Митова. И, конечно, все его знают, и фильмы о нем есть, есть книги. Вот одна из них, 90-й год, 1990-й, вдова художника сделала, с его дневниками, со статьями о нем, искусствоведов московских, зарубежных, петербургских, чебоксарских, то есть оценена его творчество очень высоко. Еще одна книга 2012 года, которая в Чебоксарах была издана. Здесь сборник статей ученых и филологов, и искусствоведов о его творчестве. Замечательно иллюстрированная книга, куда включены многие его произведения и самые знаменитые его хороводы. Анатолий Иванович из села Табурданово. И сегодня его родственники проживают там же. Помогают организаторам выставок собирать информацию, бережно хранят личные вещи, картины и книги. В Краеведческом музее выставлены подлинные работы. Среди них «Кереметь» – известная картина. Об этом художнике говорили немного. Цель искусствоведов Чувашии – познакомить с работами Митова молодое поколение, чтобы они знали гениев чувашской земли. В 1961 году, закончив Академию художеств, отлично сделав серию иллюстраций к поэме Константина Иванова «Нарспи». Эта книга издана уже после его смерти на чувашском и русском языке. Вот здесь обложка есть. И он проработал всего лишь около 10 лет. Ему не хватило больше здоровья. Он простудился в детстве очень сильно, провалился под лед. И вот это воспаление сказалось на его здоровье, и он ушел из жизни, ему не было даже 39 лет. Но он сделал так много, даже около 2000 произведений. Вот каталог, мы здесь сделали витрину книги и каталоги. В этот каталог произведений художника вошло около 2000 произведений. Так что он сделал очень много. И самое главное, это, конечно, тема Чувашии, красоты чувашской земли, чувашского народа, традиций, узоров, песен. Он говорил, что все надо видеть. Вот художник должен все передать в своей работе. И ритмы чувашского танца, и красоту чувашской вышивки, и мелодию чувашской песни. Все это должно быть в живописи. Искусство, искусство, я отдаю тебе свой кусок хлеба. Вытряхиваю из кармана последние копейки, чтобы содержать тебя. Жертвую своим здоровьем, своей жизнью. Хожу в изношенных ботинках, протертых сапогах ради мгновения радости, которую получаю время от времени. Писал Анатолий Митов в дневниковых записях. За короткий срок своей жизни он успел, казалось, все. Виталий Митов, родной брат художника, вспоминает его с огромной любовью. Было 6. Первые двое были девушки, они умерли. Одной было 2 года, второй было 13 лет. Остальные 4 все были наши мужики. Старшему был Василий Иванович
в 25-м году рождения, участник войны, брал Берлин. Второй Николай Иванович, 27-го года рождения. Третий был Толя, 32-го, а я младший Виталий, 35-го года. Я тоже такой ветеран. По специальности я хлебороб, агрономический факультет, Чувашского сельхоза института получил. Все работы, которые создавал Толя, мы называли его Толя, по-чувашски Толя назывался у нас деревня, Толя, Поля, Баща, вот так же вас называли. С натуры не нарисованы, еще они созданы по памяти. Первоначальные работы нашли, когда для создания этой книги нашли, он взял академический отпуск, целый год работал дома. И как создавался эта картина, эта книга, я, конечно, хорошо знаю. Антоний был хорошо образованным человеком, очень много у него остались книги о художниках, зарубежных художников, арабских, индийских, китайских. В общем, очень много литературы в данное время находится у нас дома. Путь был тернист. Непризнание, возможно, давало новые силы для творчества. Первоначально его картины не признавали. Когда он пошел в издательство для оформления книги на СПИ, издательство ему сказали: сначала иди и учись рисовать, потом приходи. Признан не сразу, но признан навеки. Его картины знает вся Россия. Книга иллюстраций к произведению Константина Иванова «Нарспи», «Чувашский лес», «Плуг и барана», «Чувашская старина». Картины и книги оценили лучшие искусствоведы. С его работами можно ознакомиться в Канашском краеведческом музее. Олеся Григорьева, Елена Бладцева, Павел Павлов. Вести недели. Весной христиане всего мира празднуют Светлое Воскресение Христова. И ежегодно в пасхальную неделю проводится городской фестиваль детского и юношеского творчества «Пасхальная радость». Название мероприятия отражает его цель – поделиться с гостями радостью, которая имеет множество граней. Это радость общения, душевного отдыха, гармонии, детская радость. Более 10 творческих коллективов города и района приняли участие в фестивале. Каждый с волнением и трепетом в сердце исполнял свои номера. Без преувеличения, выступление всех участников было выше всех похвал. Нужно признаться, что перед началом фестиваля волновались все – и организаторы, и его участники. Ведь Пасха – это не просто день в календаре, это в первую очередь всепоглощающее желание всех верующих людей прикоснуться к великой радости – воскрешения Господа и ощутить себя частицей большого и светлого мира. Марина Баринова, Елена Бладцева. Вести недели. На этом наш выпуск завершен. Удачной вам недели. До свидания.
Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает за покупками. Свежее мясо, копчености, колбасы. Низкие цены всегда. Свинина 1 килограмм 159,90. Сыры известных производителей. Прилавки порадуют многообразием видов, широким ассортиментом товаров. Здесь приобретете все, что нужно для домашнего уюта, праздничного стола или что-то лично для себя. Как вам магазин «Светофор»? Очень хороший. Я тут сегодня второй раз пришла. Все по низким ценам. Очень качественно, вкусно. Вот конфеты беру, 2 коробки аж, думаю, подарю. Хожу на лечение, думаю, медсестрам подарок. Мы всей семьей уходим в этот магазин со всеми подружками, друзьями. И сюда еще будем ходить и ходить. Спасибо большое этому «Светофору». Все такие низкие цены, как раз нам, пенсионерам, по карману тут. Бытовая химия, техника, постельные принадлежности, детские игрушки. И, конечно же, выберите подарок своим родным и близким. Весна – время перемен. Гипермаркет оптовых цен «Светофор» приглашает вас за умными покупками. Приходите, выбирайте, экономьте вместе с нами. Покупайте товары по акции. Сахар 1 килограмм 19,90. 50 килограммов 995 рублей. Масло подсолнечное 5 литров 199 рублей.